Этого события ждали больше 4 лет. В Свияжске открывается первый в России комплекс, где будет храниться дерево. Больше 4000 бревен и тысячи предметов, найденных на острове. Что-то подобного я сам до сих пор не видел. Музей археологического дерева. Это выполнили наши специалисты, наши ученые. Идея сохранить многовековую древесину Свияжска в одном комплексе возникла в дни, когда остров стал объектом культурного наследия ЮНЕСКо. Минтимер Шаймеев поддержал идею. В то время генерального директора организации Ирины Боковой не прошло и 5 лет, как идея воплотилась в жизнь. Нет, я думаю, что это еще раз будет вклад в какое-то новое мышление, как сохранять культурное наследие и как тоже это культурное наследие использовать для межкультурного диалога. В музее даже то, что веками лежало потолще земли. Дерево 18, 17 и даже 16 веков. Здесь они представлены слоями. То, что повыше, самое молодое, на глубине самый древний слой. Раскопки показали, что часть образцов дерева родом из 1551 года, когда в Свияжске было поселение Казанского ханства. Сохранились и предметы той поры. Очень интересно к этому прикоснуться. Я думаю, что для хранения традиций, культуры нашего многонационального государства такие вещи просто необходимы. Современные технологии музейные, которые, в принципе, еще в Татарстане для нас в новинку. Очень приятно видеть, большой труд. Музей археологии дерева первый такой в России. Похожие есть в Швейцарии, но там представлены живые деревья. В самом посещаемом музее Скандинавии, Стокгольмском музее ваза, хранится корабельное дерево. Музей в Свияжске – фантастический музей, высокотехнологичный и очень презентабельный. Я считаю, что внедрять технологии в процесс консервации дерева, если это будет продолжаться долго, очень хорошая практика. Технологии не только в хранении, но и презентации. Об истории раскопок дерева и Свияжска в целом рассказывают мультимедийные выставки, где можно будет узнать и о том, как здесь кипела жизнь в 17 веке. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Свияжск.